Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор моих пустых баночек. Да, я поменял локацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Понравится ли вам такого варианта обзор, потому что многие пишут, что смотреть на блогера интереснее, чем на его руки. Поэтому давайте начнем обзор. У меня накопились пустые баночки. Кстати, если вы внимательно смотрите мой канал, последний обзор был в декабре, и тут уже февраль месяц, и у меня уже тут полная коробка. Вот она, моя коробочка. Сейчас я вам все по порядку расскажу. И расскажу, что понравилось, что не понравилось, чем я буду пользоваться, что больше вообще брать не буду. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Мне вот правда немножечко как-то непривычно делать такой обзор. Посмотрим действительно, что из этого выйдет. Понравится он вам или нет. Итак, ну что, начнем. Я уже показывал, что я пользуюсь вот таким вот замечательным средством для мытья посуды. У меня их закончилось аж сразу 2 штуки. Что я вам хочу сказать. Вот это у них выходила новинка. Концентрированный бальзам для мытья посуды. Так, миндальное молочко. Вы знаете, не первый год пользуюсь этими средствами, но вот это вот средство мне вообще не понравилось. То есть оно моет прекрасно все, также очищает посуду. Но что мне не понравилось, то что оно не экономичное. Оно очень быстро заканчивается, поэтому его я вам не рекомендую. Но обещают, что здесь, в отличие от других средств, она быстро и эффективно очищает посуду от жира, сохраняет и защищает кожу рук, рекомендовано для детской посуды. Ну, кстати, у них все вот эти средства, они пишутся +0. Ну, то есть можно мыть детскую посуду. Вот, поэтому миндальное молочко мне не понравилось. Может быть, кто-то пробовал, напишите ваш вариант, как понравилось ли вам лично понравилось ли это средство. А вот второе средство, это с древесным углем. Мне оно, в принципе, как и все остальные, оно мне нравится. Поэтому я буду еще заказывать. Ну, посмотрим, может быть, будут какие-то новинки, тоже хотелось бы попробовать. Вот. Обычно эти средства вам видно или нет? Вот я вижу, что как-то не очень, да? Ну, давайте попробуем. Вот, обычно эти средства для мытья посуды стоят 700 тенге. Но в наше нынешнее время я считаю, что это, наверное, не такие огромные деньги для мытья посуды, если оно качественно. Но я взял сейчас на пробу АОС. Я взял в светофоре, что-то там очень низкая цена, 400 миллилитров, что-то 470 тенге, что ли, стоит. Вот. На данный момент мне это средство нравится, но я так чувствую, что я привык вот к этим средствам, поэтому, наверное, я все-таки, как закончится АОС, я вернусь вот к ним. Поэтому вот рекомендую вам попробовать эти средства. Следующее средство — это гель для душа. Гель для душа абсолютная чистота. 500 миллилитров. Ух ты, тут еще целая капитушка. Беспорядок какой. Надо вернуть и домыть. И домыть. Господи, боже мой. Вот я уже говорил, что сейчас я перешел чисто на этот гель. Мне он очень нравится. Они есть в разных объемах. 500 миллилитров, вот как у меня. 250 миллилитров. Пенится бесподобно. Запах обалденный. Поэтому я рекомендую именно вот этот гель. Хотя в Эйвоне гелев очень много. Каждый найдет на свой вкус. Но у меня в последнее время, кстати, зимой, я заметил, что зимой это чаще всего происходит. У меня заказывают, кстати, у меня нету, да? У меня чаще всего заказывают не гели, а крем-гель. Ну, то есть тот, у которого больше увлажнения для кожи. Поэтому тут на любителя. Но хочу сказать, что наши гели эйвонские пользуются хорошей популярностью. Их берут с огромным удовольствием. У них обычная цена 850 тенге у полулитровых. Но можно взять по акции по 750 и даже бывает 650. Поэтому ловите моменты и приобретайте их в нужном вам количестве. Не скрою то, что я уже приобрел именно этот гель, хотя выходили очень много новинок.
Но мне он очень нравится. Я не хочу экспериментировать с гелем для душа. Хотя приходится экспериментировать со многими средствами, чтобы вам рассказывать. Но если уж говорить про гели, то у меня еще есть гель, который у меня почему-то очень долгое время был в моей коллекции в ванне. Потому что выходили какие-то новинки, я хотел пробовать еще и еще. И вот этот гель, наконец-то, у меня закончился. Вот, кстати, он идет крем-гель, видите? Тоже капитушка, но я не буду ее уже смывать. Тут на самом деле-то смывать и нечего. Что хочу сказать про этот гель. А ничего такого нового я не добавлю. В принципе, как и этот гель, пенится он очень хорошо. По поводу, насколько он увлажняет кожу больше, чем этот, я не могу сказать. Потому что после ванны, если я чувствую, что мне надо, у меня есть детское молочко для кожи, реально я им мажусь. Потому что, так надо, так надо. Кто скажет против? Вот, поэтому смотрите, пол-литровый гель у нас стоит 570-419 тенге. Ловите момент, вот сейчас в январе была акция, можно было купить годовой запас, гели были по 419 тенге, это очень выгодная цена. Кто успел, тот и съел, но, по-моему, в каком-то ближайшем каталоге ожидается пол-литровые гели по 400... Пол-литровые гели по 670, что ли, где-то вот такая цена будет. Поэтому ловите момент, приобретайте, листайте каталоги с пристрастием, внимательно. Если вы не знаете цены, то смотрите мои видеообзоры каталогов, где я рассказываю самые выгодные предложения каталога. Это очень-очень полезные видео. Вот, в принципе гель он сладенький, если этот он свежий гель, то вот этот гель, он очень сладенький, поэтому кто любит сладкое, потому что он идет с кокосом. Кстати, кокос последние года это какой-то тренд. Клиенты любят и крем для тела, и для лица, и для рук. В общем, где лежит кокос, пожалуйста, подавайте, да, это. Еще у меня есть в коллекции, с трудом закончилась пена для ванны. Это у нас лимитированная такая коллекция, она выходила к Новому году. Я вам скажу, что это у меня пена аж 2017 года. Да, я ее закончил только в январе. Вот такая вот пенка замечательная. А что здесь тоже сказать про пену? Нет смысла рассказывать про запах, потому что они постоянно меняются. Вот такие маленькие пены, они невыгодные. Они очень невыгодные сейчас приобретении, но они очень такие интересные в плане, что можно использовать как подарочную, да, как небольшое такое средство на подарок. Сейчас, кстати, в действующем каталоге, обратите внимание, у нас есть такие пенки, очень вкусные, я их уже заказал, я их буду тестировать, я вам про каждую расскажу и расскажу свое впечатление и покажу, как они выглядят вживую. Стоят они 650 тенге. Вот такие вот маленькие пенки, всего лишь 250 миллилитров. Еще раз говорю, что это немножечко дороговастенько, потому что пол-литровую или литровую пену можно приобрести значительно дешевле. Поэтому здесь зависит от вас, от вашего кошелька. Если хотите сделать друзьям приятное на праздники, которые сейчас у нас предстоят, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, то, пожалуйста, посмотрите, сейчас во втором каталоге есть вот такие замечательные пенки по 650 тенге, там идет арбуз, манго и все, и забыл. Но там их действительно 3 штуки, и они смотрятся хорошо. Следующее средство, это вот такой вот тоник для всех типов кожи. Он мне очень нравится. Я сейчас сразу себе, как только этот закончился, я сразу себе оставил еще такой же тоник. Мне его, кстати, хочу сказать, что стоит он где-то 1500-1600 тенге, вот честное слово. Не помню, где-то так. Но эта цена того стоит. Мне вот этот тоник хватило где-то на полгода. Вот честное слово, на полгода, может быть, на месяцев 5. Поэтому посчитайте, 1500 разделите на 5 месяцев. Согласитесь, что в месяц тратить такую сумму, это не так дорого. Поэтому лучше иногда заплатить за хороший продукт
1500 тенге и получать от него удовольствие. У него классный аромат, он действительно справляется со своей задачей. Мне он очень понравился, я его еще раз заказал, вот у меня уже сейчас он есть. Но в этот раз я решил, что теперь все продукты я буду писать, когда я начал использовать, чтобы было адекватное, так скажем, адекватно можно было судить. Но еще раз говорю, что я этим тоником пользовался 2 раза в день, это утром и вечером. И учитывайте, что почти 5 месяцев, да, это дорогого стоит. Я этот тоник вам рекомендую. Обязательно посмотрите, у него стабильная какая-то цена, он не бывает дешевле, не бывает дороже, вот где-то 1500-1600 тенге он стоит. Поэтому я рекомендую, его обязательно заказывайте, пробуйте. А еще у меня в пустых баночках закончилось вот такое вот средство. Это сплэш-маска. Вы знаете, я здесь тоже, смотрите, тоже капитушка осталась, но уже не буду ее использовать, потому что срок годности уже вылетел. Вылетел срок годности очень сильно. То есть это у меня, вы не поверите, 18-й год. Да, в январе, как раз в январе этого года, 21-го, эта масочка у меня закончилась. Вы знаете, чем она мне удобна? Если смотрят мои обзоры парни, то я хотел бы парням посоветовать вот такую масочку тем, кто, как и я, не может... Ну, надо заботиться о своей коже, кто хочет выглядеть в свои года моложе и лучше. Поэтому заботьтесь о своей коже. И я вот парням хотел посоветовать вот эту масочку. Чем она удобна, что не надо лежать, ждать 15-20 минут, когда эта маска высохнет или еще что-то. Я умылся, почистил кожу тоником, нанес эту маску и через 15 минут, ну желательно за 15 минут до выхода на улицу, нанести эту маску. Я ее нанес, не смывать ничего не надо и пошел. Честное слово, обалденная вещь. Мне она очень нравится, поэтому я еще раз... И сейчас она у меня уже есть в ванной комнате. Я обязательно себе заказал еще раз такую масочку. Поэтому рекомендую. Ну и, конечно же, девчонки, тоже рекомендую. Кстати, о цене. Цена у нее где-то 2200 в каталоге. Она бывает по акции 1700 тенге. Хочу сказать, что ее мне хватило. Ну, я, честно сказать, ей и пользовался не каждый день. В основном я пользуюсь ей в холодное время года, так как у меня кожа жирная. И летом я стараюсь ничего не наносить, никаких ни кремов, ничего как есть. Потому что, ну вы меня понимаете почему. Поэтому рекомендую. Еще раз говорю, рекомендую, хоть она и дорого стоит, ее хватает. Вот, кстати, я начал говорить и не договорил. Мне этой маски хватило где-то на года 2, наверное. То есть я года 2 ей пользовался. Честное слово. Так, следующее средство. Это у меня уже тоже регулярное средство. Здесь даже и не обсуждается. Это спрей-дезодорант. Концентрированный, кстати, он я увидел тут одним глазом. Он 75 миллилитров. Стоит он 1100 тенге. Но вы знаете, я вам тоже его рекомендую. Я сколько занимаюсь Эйвоном. Я обычно пользовался шариковыми дезодорантами. Они, конечно, в разы стоят дешевле. Они стоят 400-550 тенге. Но там такая ситуация, что шариковый дезодорант нужно дождаться, когда он высохнет. То есть, когда вы нанесли под мышками шарик, он жидкий. И если вы сразу одеваете майку, то вот эта жидкость, она появляется на ваш... переносится на вашу майку, и, соответственно, на майке будут пятна. Поэтому, если вы хотите, чтобы шариковый дезодорант не испортил ваши майки, то обязательно дождитесь, когда он высохнет, шариковый дезодорант, и потом одевайте майку. Они безупречно работают. Шариковые дезодоранты пользуются в Эйвоне большой популярностью по своей цене и качеству, они того достойны. Но я пошел дальше, я же стал блогером, поэтому мне надо пробовать, экспериментировать. И когда вышли вот эти спреи концентрированные, конечно, я не мог не попробовать их, проверить, действительно ли при меньшем объеме
их хватает на такое же количество. Да, ребята, их хватает на такое же количество. Есть мужские, есть женские. Пожалуйста, полистайте каталог, выбирайте, смело заказывайте, вы не пожалеете. Потому что с ними намного удобнее. Ждать, когда высохнет, не надо, так как он уже сухой. Брызгать тоже много не надо. Вот буквально хотел побрызгать, показать, что вот где-то, знаете, 2 пшика под каждую подмышечную впадину достаточно. Поэтому тоже рекомендую. Я ими пользуюсь уже постоянно, поэтому заказывайте тоже, у кого есть возможность. Если хотите экономить, то, пожалуйста, как я вам говорил, есть шариковые дезодоранты, они стоят значительно дешевле. Так, дальше у меня есть еще гель для бритья «Мягкий уход». Я вам уже говорил, что пользуюсь ими разными. Их в компании у нас видов 5 гелей для бритья. И в этот раз взял вот этот. До этого у меня был Full Speed Turbo. Вы знаете, сейчас взял для себя новиночку. Они практически ничем не отличаются. По качеству все одинаково прекрасные. Цена у них тоже невысокая. 550 тенге, как правило, где-то такая цена. Кстати, говорю вам про все цены. Цена в каталоге. Но если вы представитель, то у вас еще будет ваша представительская цена. То есть будет скидка. То есть будет не 550 тенге, а, допустим, возьмем, если максимальную скидку взять, это где-то будет 420-400 тенге. Да? Поэтому имейте в виду. 550 тенге, это я вам говорю, цена по каталогу. Вот, его хватает, я, кстати, приблизительно не могу сказать, но на месяца 2, наверное, 3, если не чуть больше. Я считаю, что это тоже довольно такая невысокая цена. Вот, поэтому тоже рекомендую. В принципе, нету здесь какого-то такого вау-ах. Обычный гель для бритья, он не пенится, поэтому... А вот тот, который я сейчас использую, я обязательно вам покажу, буду делать скоро видеообзор, чем я пользуюсь в данный момент, какой косметикой. Я обязательно дам характеристику нового геля, он новый. Вот, и обязательно не пропустите. Следующее, еще одно мужское средство, это увлажняющий крем для лица после бритья. Он идет с SPF. Я уже беру второй раз, и вот это у меня второй заканчивается, уже беру третий. Это о чем говорит? Когда я повторяюсь, когда я за продуктом возвращаюсь, это говорит о том, что продукт мне нравится, я очень им доволен. Что я натворил? Я разрезал его. Я его разрезал, чтобы посмотреть. Вы знаете, мне очень не нравится его упаковка. Им очень сложно пользоваться, потому что здесь все настолько твердо, когда он еще полный, девчонки, мальчишки, когда он еще полный, аккуратно выдавливайте, потому что выскакивает такая большая капля крема, а его действительно хватает буквально вот горошинки. Горошинку сюда и все. Поэтому будьте аккуратны, выдавливайте его аккуратно, потому что его потом не затолкать, естественно. Поэтому давите аккуратненько. И особенно, когда он заканчивается, давишь, потом как резко надавишь, и он вылетает столько, что его потом выкидываешь. Поэтому упаковка реально ужасная. Вы знаете, если у вас есть возможность, какая-то стеклянная баночка из-под крема старая, я бы, наверное, выдавил бы этот крем туда и пользовался бы аккуратненько. Потому что вот здесь вот еще, ну нет, конечно, не видно. Там еще осталось крема на раза 3 применения. Вот, но он уже высох, потому что надо было закрывать. Да, я вот настолько экономичен. Я решил проверить, да, я отрезал. Вы знаете, там очень много крема, хотя он уже не выдавливался. Не выдавливался. И мне было интересно, а сколько его там останется. Вот я вам сейчас скажу, здесь пол чайной ложки, а было где-то 1,5. То есть я еще несколько дней, недели, 1,5 я им попользовался, пока он вообще не испортился. Итак, цена этого крема в каталоге 950 тенге. Она, как правило, стабильно идет такой вот, не выше, не ниже. И
Мне эта цена устраивает, мне он очень нравится, поэтому я его еще раз заказал. Он у меня сейчас есть уже в ванной комнате, я его использую. Ух, ну что, мы понемножечку уже подходим к завершающему концу. Осталось буквально пару средств. Смотрите, в декабре перед Новым годом, чтобы привести себя моментально в порядок, я теперь перед какими-то особыми праздниками пользуюсь вот такой вот сывороткой. Ну, кто мой канал смотрит давно, я ей пользуюсь уже не первый день. И я для себя ради интереса пишу, смотрите, у меня в декабре был 5-й курс, то есть за 2020 год я использовал 5 таких курсов. Я считаю, сколько это денег, но это где-то 25-30 тысяч тенге. Это где-то около 80 долларов США. Вот. Мне эта сыворотка очень нравится, хотя мои друзья и клиенты, я скажу, что многим она не понравилась, ну, не подошла, наверное, что ли. А так, в принципе, клиенты есть, ее заказывают. Здесь у нас 7 ампул. Сейчас их нету, но у меня уже лежит сыворотка, которую я обязательно сейчас буду в феврале использовать, потому что в феврале много праздников и хочется себя тоже привести в порядок. Ну, хотя, мне кажется, я и так, да, наверное, в свои года выгляжу все хорошо. А все хорошо, потому что хорошо слежу за своей кожей. И поэтому тем, кто сторонники того, что парни не имеют права следить за своей кожей, я бы этих сторонников садил бы на кол или закидывал камнями, как в средневековье. Ну, потому что это бред собачий. До сих пор бывает, прилетают мне комментарии в моем канале, в социальных сетях, что я не имею права следить за своей кожей. Ну, это бред. Это бред, поэтому я еще раз говорю, я таких людей бы садил на кол. Вот, ну что, вот такая вот замечательная сыворотка. Я ее тоже рекомендую, обязательно попробуйте. Я не знаю, есть ли сейчас в компании пробники на эту сыворотку. Если пробники есть, то спрашивайте у своих представителей, заказывайте пробник, пробуйте. Смотрите, здесь 7 ампул, они на 7 дней. То есть вот 7 дней подряд надо использовать эту сыворотку. Использовать ее можно как с утра, также и вечером. Если вы используете с утра, то обязательно надо использовать под ваш дневной крем. То есть, если с утра нанесли сыворотку на лицо, то следом наносите дневной крем с SPF защитой. Если вы используете на ночь, то здесь можно ее использовать как с единственным средством. Ну, то есть, просто сыворотку нанесли и потом ложитесь спать. Но я, честно скажу, я использую ее и так, и сяк. Ну, чаще всего, конечно, под ночной крем. Да, у меня еще есть и ночной крем. Вот, поэтому так она будет работать еще лучше. Ну, еще маленький такой секрет, подсказочка, кто еще не слышал, не видел. Сыворотку эту можно наносить Мы с вами уже в эфире больше 20 минут, я уже заговариваюсь, давайте уже заканчивать эфир. Вот, сыворотку можно использовать вокруг кожи для глаз. Ну, как-то так я сказал, ладно, хорошо. Стоит она недешево, ну и, в принципе, по сравнению с какими-то другими сыворотками, я бы сказал, и недорого. Стоит она 5500, 6000, ну, можно за 5 купить, поэтому ловите момент, ищите в каталоге какую-то акцию. Вот недавно была она в наборе, можно было приобрести, поэтому рекомендую ее вам попробовать. Я уверен, что она вам понравится. Ну что, будем потихонечку закругляться. Кто недавно смотрел мою парфюмерную эстафету, я вам рассказывал про свои любимые ароматы и рассказывал, что здесь вот капитушечка уже закончилась. Вот один мой аромат любимый уже закончился. Это был Excitache Lecher. Мне он очень нравится. Как оказалось, аромат древесный. Как оказалось, оказывается, мне нравятся древесные ароматы. Хотя я почему-то считал, что мне нравятся такие акватические ароматы, где присутствует морская какая-то нотка. Ну, не знаю. В общем, девчонки и мальчишки,
Рекомендую аромат, кто любит нежные. Знаете, он такой типа как унисекс аромата. Он очень нежный, такой, я бы сказал, сексуальный. Ну, очень мне он нравится. Он нравится моим знакомым девчонкам. Поэтому рекомендую. Попробуйте тоже. Если сомневаетесь, попробуйте сначала пробник. Закажите пробник этого аромата. Я уверен, что он вам понравится. Он не резкий, он классный, легкий, нежный. Я уже сказал, уже повторяюсь, сексуальный аромат. Вот, цена у него сейчас в каталоге, в действующем, без скидки 3 800, по-моему, или 3 900. Я вам скажу честно, это дороговастенькая цена, потому что его можно приобрести со скидкой. А чтобы приобрести со скидкой, нужно караулить каждый каталог. Вот, можно приобрести его за 2 900. Это очень низкая цена для нашей фирмы, поэтому ловите момент. Но я считаю, что и 3 800 это тоже не огромные деньги, в принципе, в наше время. Потому что если в вашей коллекции ароматов находится от 3 и более ароматов, поверьте, вам этого аромата хватит на несколько лет. Вот. Ну а естественно, если он у вас один единственный, то это вот несколько месяцев. В зависимости, как вы себя заливаете. Кстати, маленький секрет. Я вот, когда продаю ароматы своим клиентам, я всегда рекомендую, не заливайте себя ароматами. Ну, почему-то вот бывает и у женщин, и у мужчин, особенно у мужчин такая привычка есть. И пошли вот так вот, вот так вот, вот так вот, как, знаете, помните, и на всякий случай. Не надо никакого случая, потому что ароматы супер качественные, они не уступают по качеству дорогим ароматам. Я готов с вами спорить, кто со мной не согласен. Вот, мне хватает, я это говорю пшик, мне хватает буквально 3 пшика. Я наношу на тело, на одежду, ну и на всякий случай, да. Вот, поэтому действительно, попробуйте, поэкспериментируйте. Кто вас гонит, когда вы брызгаетесь ароматом? Нанесите сначала 1 пшик. Вот сегодня утром собрались куда-то по делам, нанесите на себя 1 пшик и попробуйте с одним. Как это будет? На следующий день, если не понравится, нанесите 2 пшика. И еще, кстати, есть очень хороший сдельный совет. Чтобы на себя наносить качественные ароматы, нужно его не вот так вот наносить, а пшикнуть и войти вот в эти капельки дождя. Вот, говорят, что так аромат ложится намного качественнее и лучше. Попробуйте. Ну что, все, последнее средство сегодня в моих пустых баночках. Это средство кондиционер для белья. Литр 250. Я его покупал в фикс прайсе. Сейчас купил немножечко другое. Ну, в принципе, оно мне понравилось. Стоит это удовольствие 330 тенге. Звучит очень недорого. Но если посмотреть средства, кондиционеры есть в объеме побольше, то те кондиционеры, которые в объеме побольше, все-таки подешевле получается. Поэтому здесь очень сложно. Но, тем не менее, будете в фикс прайсе, у них есть вот такие вот кондиционеры в мягких упаковках. Они есть разные, но я бы сказал, что, в принципе, кондиционеры достойные. Вот, 330 тенге стоит этот кондиционер, он мне понравился, но я хочу еще что-то попробовать, чтобы, знаете, найти что-то такое идеальное для себя, как вот некоторые средства, как, например, вот этот тоник, он мне очень понравился, и я хочу к нему возвращаться еще, пока компания не выпустила что-то новое. Также и здесь с кондиционерами. Дорогие мои, ну вот и все. Вот такая вот история, вот такие вот пустые баночки у меня накопились за вот эти последнее время. Напишите в комментарии, а какие средства есть у вас, какие средства вы пробовали, и вот именно с этих средств напишите в комментарии свой отзыв, что вам понравилось, а что вам не понравилось. Ну и лайкайте это видео. И если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте, подпишитесь. И чтобы не пропускать моих следующих видео, нажмите колокольчик. Это уведомление о том, что на моем канале вышли видео. На этом у меня все. Еще раз спасибо всем. Обязательно посмотрите следующее видео,
который уже буквально вот на днях выйдет. На этом у меня все. Пока-пока. Пока.